мое освобождение, это когда Крым вернется, я буду считать, что я свободен. Нужно было вести себя так, чтобы и в тюрьме все понимали, что Меджлис, крымские татары не покорятся, не сломаются. Я мог не сесть, если бы я пошел бы таким путем, который мне предлагают. Поэтому тебя не наказывают, а тебя пытаются сломать в тюрьме. Мне прикрыто угрожали в период моего нахождения в СИЗО. И тюремный мир – это тоже мир, это часть нашего общества. Сидеть в тюрьме и продолжать бороться – это твой выбор. Мама сказала, мы знаем, за что ты сидишь, и весь народ знает. Возвращение Крыма будет, и в Крыму есть уже новые лидеры. У меня даже фотки есть. Я ведь одевал пайту специально. Здесь сзади Украина, здесь трезубец. И все эти говорили, ну, мне эти ФСБшники там, или полицейские говорят, сними. Я говорил, нет. А все эти там шары, все же в шары смотрят, когда кто пройдет, что. И все говорили, ну, это мог делать только Ахтем Ага. Я принципиально на прогулку шел в этой пайте, специально. После того, как Джамала выиграла, все, мы перелом делали в тюрьме. Вся тюрьма гудела. Добрый вечер. На телеканале АТР гость, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Тот самый Ахтем Чийгоз, за освобождение которого боролась вся Украина и два президента. Тот самый Ахтем Чийгоз, который, сидя в российской тюрьме, был свободным и заявлял на всю Украину и на весь мир, что Крым – это Украина. Хош келденез, Ахтем Эфенди. Салям алейкум. Салям алейкум. Прошел год после вашего освобождения. Мы понимаем, что тюрьма просто так не отступает. Как вы себя чувствуете? Как вы провели этот год? Год был очень интенсивный, и я изначально, когда оказался здесь, в Украине, я сказал, что мое освобождение – это когда Крым вернется, я буду считать, что я свободен. А это новый этап борьбы, еще один этап. И очень подмечено правильно, тюрьма не отпускает, потому что сидят десятки наших соотечественников, десятки наших граждан Украины, и в силу обстоятельств я практически очень часто живу ихними проблемами там, в колониях, в тюрьме, и это нужно делать, необходимо, но это и не дает выйти из той камеры. Мы знаем также, что в тюрьму, российскую тюрьму, вы попали не как физическое лицо Ахтем Чийгоз, вы попали как человек, который является заместителем председателя Меджлиса, символ свободы и как символ сопротивления оккупанту. Откуда брались силы? Я, в общем-то, ни один день не сидел, как Чийгоз Ахтем. Я всегда находился под пристальным вниманием и силовых, карательных этих органов, но и вот надо понимать, что это был 15-й год, самый такой год, когда шло осознание того, что произошло в Крыму. И тюремный мир – это тоже мир, это часть нашего общества. Поэтому там тоже происходили процессы такие, что нужно было вести себя так, чтобы и в тюрьме все понимали, что Меджлис, крымские татары не покорятся, не сломаются. И так меня везде и блатные, и смотрящие, и зэки, и тюремщики все меня называли Меджлис. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, мне очень много проблем доставляло. На фоне обычных зэков, у которых все было, мне приходилось скитаться по камерам одиночным и под постоянным, так скажем, присмотром.
Нам известно, что вы не верили, что выйдете из тюрьмы. Так случилось, освободили. Сейчас, смотря на то, что происходит вокруг, не думаете ли вы, вот со взгляда прошлого, что все-таки не так должно быть все, не так построена должна борьба должна продолжаться, а вот как-то с вашим освобождением помолкла тема сопротивления крымских татар в СМИ, в частности. Вам так не кажется? Но я не скажу, что я не верил, что я оттуда выйду. Это, наверное, каждый, кто сидит там, и обычные зэки, они живут вот такой верой, что все равно это произойдет. Другое дело, что я всегда отвечал, и там тоже в тюрьме, когда мне разные условия предлагали, там гадкие условия моего освобождения, я говорил, я мог не сесть, если бы я пошел бы таким путем, который мне предлагают. И сейчас я знаю, что те ребята, которые сидят и борются, они могли не сесть. И, то есть твоя борьба определяет с их стороны против тебя давление, и как наказание сломать тебя, там же все дела сфабрикованные, поэтому тебя не наказывают, а тебя пытаются сломать в тюрьме. Поэтому рассчитывать на то, что вот я сел и меня должны теперь обязательно вытащить, или как сейчас иногда это так выглядит, это не совсем правильно. Сидеть в тюрьме и продолжать бороться – это твой выбор. Это ты определил, что ты борешься. Что касается с моим освобождением, оно, конечно, было не случайным. Сошлись все факторы. Я для жены и для людей, которые приходили на суд, я говорил, я обязательно выйду. Обязательно, пусть 10 лет я 10 лет отсижу, но я выйду. Но сам я понимал, что, конечно же, меня где-то по дороге могут потерять на этапах, потому что мне неприкрыто угрожали в период моего нахождения в СИЗО. Но вот эти факторы того периода сошлись так, что освобождение, оно стало таким символичным для нашего народа. Это наш народ почувствовал, что за нами, за борьбой нашей есть серьезные ведущие мировые державы. Нас не оставили один на один. И то, что Украина через вот такой фактор достойно оценила борьбу нашего народа, это, я знаю, что очень много говорили в период, когда в том числе и я находился в тюрьме. Но я не считаю, что сопротивление каким-то образом уменьшилось. Оно немножко характер поменяло, но не народа. Народ продолжает бороться за те принципы, которые я в тюрьме озвучивал. Да? Это целостность страны, то есть наши крымские татары хотят быть снова с Украиной. То, что у нас нет будущего с Россией, и народ так считает в подавляющем своем большинстве. И вот это сопротивление, оно на этом базируется. Другое дело, на тех активистов, которых оказывается давление, и более 60 человек сейчас сидят наших в тюрьме, характер, и это Россия пытается манипулировать, придавая некий такой религиозный аспект. Это не совсем понятно на международных площадках. И мы прикладываем массу усилий, и спасибо в том числе и здесь власти в Украине, что они понимают, что это спекуляция со стороны России. На самом деле наши ребята борются именно вот, представляя свой народ в таких тяжелых условиях, продолжают борьбу против оккупации. Это важно. Формы 14-15 годов
привели к тому, что, как вам известно, Меджлис запретили. То есть это было целью оккупационной власти запретить Меджлис и пытаться создать марионеточные какие-то представительные органы или общественные организации, которые бы могли говорить от имени народа. И в этом народ тоже продолжил борьбу и показал ничтожность таких попыток. Известно, что в бытность украинской истории Крыма вы тоже не совсем были довольны той властью, которая была тогда, до войны. Вы, которые рвете свою жизнь, приносите в жертву свои семьи, в жертву политической борьбы, не кажется ли вам, что вот завтра, когда освободится Крым, все вернется обратно? Так, как было. Придут те же самые люди, которые привели Крым на сегодняшний день в ту ситуацию, в которой это существует. Я не только... Нельзя вот вычленять, что крымская власть, та, которая существовала до оккупации, она самостоятельно формировалась и самостоятельно определяла свои действия. Во многом поощрялись действия и поощрялось формирование власти в Крыму отсюда, с Киева. И я считаю, что очень большую ответственность несут в том числе и предыдущие президенты Украины. Это и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но все они, формируя власть в Крыму, исходили из той мифологии, которую Россия нам навязывала. Русскость Крыма, и что русские Крыма, их нельзя, скажем так, не давать им каких-то преференций, потому что тогда Крым может уйти, русские могут восстать. Это все была мифология. Понимаете? И формирование власти в Крыму было таким вот очень клановым. И развитие сепаратистских организаций, маргинальных организаций, которые больше подконтрольны России, нежели, скажем, Киеву, они как грибы росли. И в этом ответственность всех предыдущих, находящихся во главе Крыма. Это и Куницын, это и Дейч, это и там Гриценко, и я могу, имеется в виду Гриценко крымский, я могу их называть, и мы всегда, как Меджлис, указывали им что пагубность таких действий, манипуляций, спекуляций, потому что все это проявлялось очень активно в период каких-то выборных процессов в государстве, и в том числе в Крыму. Противопоставлялись все против крымских татар. Ни одна сила не оставляла нас, так сказать, в покое. Вроде назывались они демократическими партиями, а при этом все пытались каким-то образом нас растворить, или выставить, мягко говоря, Меджлис крымско-татарского народа оппонентами. Вот эти спекуляции, к сожалению, привели к тому, что Крым, народ в Крыму, народы, разные национальные группы, конечно, подавляющее большинство это были русские, и второй по численности это шли этнические украинцы, нас всех делили, пытались разделить на электоральные группы. Нас не рассматривали как граждан Украины в Крыму. Придумали такое название, как крымчане. Сейчас очень активно этот механизм использует Путин, называя крымский народ. Понимаете? Мы, граждане Украины в Крыму, имеем разную принадлежность этническую. Русские, украинцы, там, крымские татары, евреи, греки, но мы граждане Украины, мы не крымчане.
Вот такого рода манипуляции привели к тому, что, к сожалению, мы получили абсолютно не по национальному, по государственному признаку формирования власти в Крыму. Поэтому у нас и Совмин практически весь сдался, и Госсовет в большинстве своих депутатов, Верховный Совет перешел в Госсовет, понимаете? И там много таких процессов. На самом же деле, вот это, сами граждане Украины как общество, они не пошли, они не приняли оккупацию. Да, в первый год, 2014 год, самый сложный, была такая некая, был страх и не было активности у большинства. Ну и откуда ждать-то эту активность? Да, крымские татары были активны, мобилизовались, а мы всегда были мобилизованы. У нас Меджлис и до оккупации был активен, и в период оккупации никуда наша активность не делась. Мы все, несмотря на депортацию наших лидеров Мустафа и Рифат Ага, мы функционировали. Народ знал, что есть Меджлис. Мы, бывало, несколько раз в день собирались в период оккупации. А что с остальными гражданами? А вот как их использовали электорат, так и бросили. Все ведущие республиканские отделения политических партий, будь то Батьковщина, Удар или там кто-то еще, все рассыпались, как карточный домик. На второй день, 27 февраля 2014 года, ни одной уже политической партии либо силы, которые ассоциировали себя проукраинскими, центральными в Киеве, их не осталось. 27 числа. Поэтому возвращение Крыма будет. И в Крыму есть уже новые лидеры. Вот те имена, которые народ помнит, такие как Могилев, такие, которых я назвал, не думаю, что у них есть перспективы в этом направлении. Я знаю, что сегодня среди русскоговорящих или украинцев, которые в оккупации, они родили новых лидеров, которые в столь тяжелый период показали, что они как раз-таки, будучи истинными гражданами своей страны, даже находясь в тюрьмах под серьезным прессом, давлением, продолжают борьбу за целостность государства против оккупационного режима России. Это и Сенцов, и Балух, и другие, их можно сейчас перечислять. Вот именно с такими я хочу строить после возврата новый Крым. Потому что с Балухом я сидел практически год, и я видел, как вокруг этого парня формируются новые, скажем... Окружение. Знаете, я неправильно сказал, что это новое. Я бы сказал, что вот патриотизм и дух стал подниматься и у других национальных групп в Крыму. Понимаете? Вокруг Меджлиса стали больше концентрироваться. И вот это будет являться основным после возвращения в Крым. А мы обязательно вернемся. Но не можем мы не вернуть Крым, имея, получив практически через 5 лет оккупации нелояльное население оккупационному режиму, а все более активное в своем сопротивлении. Понимаете? Не можем мы это не видеть, не понимать и недооценивать нельзя. Россия в очень сложном, тяжелом положении оказалась, в первую очередь из-за того, что там наше население, наши граждане оказывают очень активное сопротивление. Позвольте мне, Ахтем Ага, вот такой вопрос задать. У каждого плода есть свое дерево. Но не мог Ахтем Чийгоз родиться в простой семье, а спокойной. У вас замечательный отец Зейтулла Ага. Знаем, как он борец. Расскажите немножечко об этом.
Может быть, даже о том времени, как вы в Краснодаре жили, и вам отец рассказывал о светлом будущем в Крыму. Именно по призыву отца, как в первую очередь такого патриотичного, ну, я даже не знаю, как это выразить, но это его было желание, вот, чтобы мы с Узбекистана выехали, наша семья с 4 детьми, в длительный путь возвращения домой. Мы же поэтому оказались на Кубани. И на Кубани одним из ярких таких эпизодов, это когда началась всеобщая всесоюзная забастовка по Краснодарскому краю. Абсолютно ни у кого не вызвало сомнений, что первым в истории национального движения председателем забастовочного комитета Краснодарского края должен быть Чийгоз Зейтулла. И я помню, когда за подобное участие увольняли людей с работы, и мой отец работал в автопассажирском предприятии, мой отец сказал, что к нему приходили, просили, чтобы он вернулся на это предприятие. Мой отец сказал, что он будет последним из крымских татар, который вернется на работу, потому что его просят вернуться, а других не берут, увольняют по статье. Я даже помню, он мне сказал, я тоже там работал, и он мне сказал, что «Оглам, у тебя дети, иди на работу, выходи». Я сказал, как ты себе это представляешь? У меня отец, значит, председатель забастовочного комитета не выходит, а я, значит, пойду. Он говорит, я так спросил, чтобы проверить тебя. Потом мы, конечно, оба брата, Раметля, мой брат Рустем, выехали мы в Крым, и уже в 1989 году активно здесь, в Крыму, участвовали в процессе возвращения. Мой брат, к сожалению, погиб, и его сердце не выдержало, потому что он все эти годы был очень активным в национальном движении. Мама не дожила до моего освобождения, но, знаете, когда в тюрьме сидишь, очень важно, что в семье твоей, с родителями, с детьми, с женой, потому что ты как-то к тем условиям, как мужчина, не придаешь значения, ты знаешь, что ты должен побороть это и достойно выглядеть. Но очень сильно беспокоит, что сзади, что там, как твоя семья. И когда я практически через 8 или 9 месяцев их впервые увидел, они пришли на свидание, они просто мне дух дали. Мама сказала, мы знаем, за что ты сидишь, и весь народ знает. Ни за кого не беспокойся. Я говорю, я же вас больше не увижу. Они сказали, что не это важно. Важно, что они гордятся мной. Вот. В этих словах, видимо, весь жизненный путь моих родителей и брата моего покойного. И я стараюсь не опозорить своих родителей. Ахтем ага, ваше интервью будут смотреть и российские оккупанты. Вы знаете, что вот эфир телеканала АТР мониторится 24 часа российскими властями. Скажите им,
что вы о них думаете. Скажите им и украинцам тоже, что их ждет. В конце концов, скажите им, когда вернется Крым. Я просто убежден, что мы победим в этой войне. Вместе с украинским народом. Я знаю, что мы очень изменились, и украинский народ, который с такой тяжелой ценой приобрел свои национальные приоритеты, и украинский народ видит, как мы достойно боремся вместе с ними за целостность нашего государства. Поэтому я не сомневаюсь, что мы победим, и Крым тоже будет другим после освобождения. Что касается оккупантов, я знаю, что безнаказанными никто не останется. Именно наказание, которого ранее не было за все зверства и преступления Российской империи, потом Советского Союза, дало возможность родиться вот такой новой гибридной Российской империи, которая снова все народы в крови подавляет. И наказание должно быть очень жестким. Вот тогда, я думаю, что те, кто себя называет россиянами, и в том числе русскими, они получат шанс быть другими и быть не чужими в этом мире, а искать честное свое место. То, что крымские татары свою борьбу не остановят, и именно это определит объединение в этой борьбе и других наших граждан в Крыму, и оно происходит. Это вот пример 24 наших моряка, то, что произошло, нападение на наших моряков. Вот таких примеров все больше становится на территории, к сожалению. Через такие трагические примеры идет активизация борьбы и единение в этой борьбе. Вот это нам позволит очень быстро освободить Крым, потому что такую борьбу с достоинством оценивают и на международных площадках. Как бы ни хотели ряд политиков, там, евродепутатов, каких-то несостоявшихся там личностей, как бы ни хотели они спекулировать во взаимоотношениях с Россией, я имею в виду с руководством России, вот эта борьба крымских татар, украинского народа и мир меняет. Понимаете? Освобождение обязательно будет. И не таким долгим, как пытаются нас потихонечку к этому привести. Навязать нам такую мысль. Да. Я знаю, что у председателя Меджлиса есть такая присказка: «До встречи в Бахчисарае». Да. До встречи в Бахчисарае. Тогда мы можем сказать друг другу и всем нашим телезрителям: до встречи в Бахчисарае. До встречи в Бахчисарае. Спасибо большое, что были с нами. С вами была Гульнара Поготова. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.